В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Кто мусорит, тот и платит. Владимир Путин поручил принимать жесткие меры за нарушения в сфере экологического контроля. Решение президента напрямую затрагивает развитие Якутии. Айсен Николаев рассказал о дальнейшей судьбе Ленского моста. А в Алекминске продолжают возводить спальный корпус для психоневрологического интерната для пожилых. На какой стадии строительства? Финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда поручил установить Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию. Он подчеркнул, что подходы России в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и не подлежат ревизии. Российский лидер призвал действовать жестко в сфере охраны окружающей среды. Он отметил, что Росприроднадзор и другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности. И здесь подчеркну, наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер. И ревизии, безусловно, не подлежат. Чем грозит иной путь, показали недавние события в Норильске, в Усолье-Сибирском, да и в некоторых других точках. Мы обязательно поможем людям, которые здесь живут, но нельзя вновь допустить возникновение подобных экологических ситуаций. Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой. Как он звучит? Получил прибыль за счет природы, убери за собой. Здесь нужно... Эта мера сегодня как никогда актуальна для арктической зоны. О том, какой подход должны сформировать предприятия, приходящие на север, нам прокомментировали в Госсобрании Илтумен. Вот за этим, значит, кроется большая работа. Значит, каждое предприятие, которое приходит сегодня в арктическую зону, а мы ждем большие предприятия, малые, средние, они заранее должны заложить средства на рекультивационные работы. Большая часть послания была посвящена ситуации внутри страны, вопросам экономики и социальной политики, а также здравоохранения. Большое внимание президент уделил укреплению и модернизации медицинского производства, то есть производства вакцин, производства лекарств. То, что последние годы было заброшено, да, производство аппаратов ИВЛ, да, с чем мы в прошлом году столкнулись, да, то, что импортное вот это оборудование, импортеры, они же все России отказали в поставке аппаратов ИВЛ. Это долгожданное решение, долгожданные, скажем, меры. Да. По лекарствам то же самое. Необходимо, чтобы весь перечень лекарств производился в России. Чтобы у нас не было ни дженериков, ни импортных препаратов, которые идут по завышенной стоимости и которые очень трудно бывает закупить. Да. Российское производство препаратов оно позволит решить эти все проблемы. Решение президента о выделении регионам России инфраструктурных кредитов под 3% годовых улучшит финансовую составляющую проекта строительства Ленского моста. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. Напомним, Владимир Путин сказал о предоставлении таких займов на 15 лет в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Якутия одной из первых подаст заявку на получение бюджетных и инфраструктурных кредитов для решения своей части финансирования Ленского моста. Сегодня уже принято решение о финансировании, исходя из подходов 50% из федерального, 50% из республиканского бюджетов, а также средства партнеров, сказал Николаев. Из первых Республика Саха-Якутия подаст заявку на получение бюджетных инфраструктурных кредитов для решения своей части финансирования Ленского моста. Сегодня уже принято принципиальное решение о финансировании, исходя из подходов 50% федеральный бюджет, 50% бюджет республики и наши партнеры по строительству моста. Конечно же, как раз вот это решение президента коренным образом уже улучшит финансовую составляющую проекта для республики. Теперь о текущей эпидобстановке. 82 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки.
Из них в Якутске 55, Алданском, Мегино-Кангаласском районах по 5, Тампонском, Чурапчинском по 4, Нерюнгринском, Татинском по 3, Нюрбинском районе 2, в Верхневилюйском районе также 1 случай. За сутки региональные лаборатории провели свыше 2000 исследований на коронавирус. Увеличивается число вакцинированных. Напомним, что в регион поступило почти 114,5 тысяч доз вакцины для профилактики ковида. Из них на сегодня реализовано 88,3%. Первый компонент получили более 100 тысяч, второй свыше 56 тысяч человек. В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Якутии перепись населения проходит опережающими темпами. В апреле запланирован сбор материалов о количестве и уровне жизни жителей 86 поселков и участков. Из них на сегодняшний день переписчики охватили 60 населенных пунктов. Анкета состоит из 33 вопросов, из них 10 – это вопросы, касающиеся жилищно-хозяйственных условий. Основной этап переписи начнется в сентябре текущего года. В некоторых районах переписчики опрашивают население с помощью планшетов. Они отмечают, что это достаточно удобно и качественный опрос. То есть там контроль и ошибки выдаются сразу, если какие-то есть. Жители очень активно, очень охотно принимают участие в переписи, доброжелательны. Например, в Устьянском районе, в селе Казачье, долгожительница 101 год, приняла участие в переписи и проявила свою гражданскую позицию. Наши переписчики также побывали на таких мероприятиях, как слет оленеводов в Анабарском районе, съезд Чукчи в Нижнеколымском районе и фестиваль рыбаков в Жиганском районе, где также они переписывали население. Продолжается строительство спального корпуса на 200 мест для психоневрологического интерната для престарелых и инвалидов в городе Алекминске. Стройплощадка начала работу в рамках исполнения национального проекта «Демография». Общая площадь здания составит более 7 тысяч квадратных метров, стоимость порядка 600 миллионов рублей. Елена Фаст продолжит. Идут работы на объекте, который вошел в национальный проект «Демография» – спальный корпус для психоневрологического дома-интерната. На эти дни идет подготовка к бетонным работам. Вяжутся каркасы, делается опалубка. Объект начал строить ПК-монтажник. Они сейчас вяжут арматуру, опалубка, монтаж опалубки. Ну и будут через 2 недели заливать бетон. Корпус будет состоять из 3 блоков. Блок В – фундамент залит полностью. На блоке А укладывается арматура, а опалубка готова на 97%. Будет вязаться сетка. Через 2 недели после установления плюсовой температуры будет произведена заливка бетона. Срок сдачи объекта под ключ – 2022 год. Ждем мы его, конечно, с большим нетерпением. Декабрь следующего года – срок ввода в эксплуатацию. Введение нового корпуса решит очень много наших проблем, в частности, переселение из ветхих зданий, которые не соответствуют классу пожарной опасности. Вот. Практически 200 человек у нас будет жить в новом корпусе. Ну, это основное, конечно. Ждем. Стройка идет полным ходом. Пока нам нравится то, что происходит. На этот день на объекте работает 86 человек. Скоро количество рабочих увеличится. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Местное молоко с длительным сроком хранения станет доступнее. В кооперативе «Сырдык-Артык» Кюндяинского наслега завершился монтаж оборудования автоклава. Это своего рода мини-завод. Кроме стерилизованного молока, здесь будут производить мясные, овощные консервы и другие продукты. Уже выпущены первые пробные образцы. Технолог кооператива Сергей Еремеев неустанно следит за каждым движением инженера-наладчика из Челябинска Дмитрия Мельникова. Ведь цех отныне остается на его попечении. На данный момент запускаем 4-е предприятие. 3 запустили уже, вот 4-е запускаем. 2 по Вилюйскому району было. В Куляте, в Жимконе, и вот 2 сейчас здесь еще, вот, в Нюрбе. Гарантия, сколько лет будет работать? Гарантия, год на автоклав, гарантия, там, 15 лет.
Герои якутской сказки «Старуха Тал-Тал» предстали перед маленькими ленчанами в новом свете. Прошел показ спектакля театральной студии «Кукла плюс актерское мастерство» на сцене Центра доп. Образования СРГ. Играют детей для детей. Тем временем актеры сами чуть старше зрителей. А посмотреть его пришли воспитанники детских садов. И наш корреспондент Анна Кожевникова. Кукольный театр – это особый вид искусства. Здесь артистов не видно, а их актерское мастерство оценивается зрителями заочно. Перед ними стоит особая ответственная задача – правильно показать своих героев. В театральной студии «Кукла плюс АМ» у Марины Мерзляковой занимаются детки от 5 до 12 лет. Но в этом году появилась самая юная актриса, ей всего 4 года. Конечно, у дошкольников и учеников занятия разграничиваются, но в спектаклях они встречаются за ширмой и прекрасно взаимодействуют. Пришел походить, мне реально понравилось. Тут очень интересно, занимательно, увлекательно. Также мы учимся правильно говорить скороговорки. Я с самого садика хожу уже сюда. Мы играем в кукольные театры, учимся говорить правильно скороговорки. Мне здесь нравится, потому что здесь мы друзья, и я этим увлекаюсь. Студии всего 2 года. В этом году было принято решение поставить якутскую сказку «Старуха Тал-Тал». Главные зрители у юного во всех отношениях кукольного театра в основном воспитанники детских садов. В этом году планировали гастроли в села, но пандемия помешала. В том году мы показывали спектакль, тоже для детей, дошкольников и школьников охватили. А в этом году решили, живем в Якутии и не показываем сказок якутских. Взяли такую сказочку. Наши преподаватели ИЗО помогли нам выполнить куклы. То есть, в общем, участвовало очень много людей, очень много педагогов помогали нам. И еще есть у нас, ведем мы сетевой город, мы работаем с детским садом «Лучик». Там старшая подготовительная группа, еще и там у нас есть кукольный кружок. Играть в спектаклях нравится всем. Кто-то только пробует себя, а кто-то уже актер со стажем. Мне нравится ходить в кукольный театр и в школу. Мы в театре играем в сказки красивые. А вот у меня еще была роль волком играть, а еще и медведем, когда меня записали. Нас учат показывать театры, учат правильно произносить скороговорки. Мы там рисуем. И много чего другого. Делаем упражнения глазами, руками. Различные упражнения помогают развивать речь. Кукольный театр пользуется успехом и у зрителей представлений, и у юных актеров. Здесь они приобретают нужные в жизни навыки коммуникации, правильно поставленной речи и, конечно, учатся актерскому мастерству. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К этой минуте у нас все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.